Kolegice in kolegi, spoštovana predstojnica oddelka za slovenski jezik, spoštovani gostje, pred nami je zanimivo predavanje o ruski dialektologiji, torej o jezikoslovnem področju, s katerim se dokaj redko srečujemo v učnem programu na rusistiki. Predavala bo kolegica Marija Solomotina, podiplomska študentka ruskega jezika na Filološki fakulteti Moskovske državne univerze. Kolegica se ukvarja s preučevanjem severnih ruskih govorov. V naslednjem letu bo zagovarjala magistersko nalogo o posebnosti ljudskega religioznega besedišča v arhangelskih govorih. Naj še omenim, da se kolegica Solomotina od leta 2011 udeležuje terenskih raziskav, preučevanja arhangelskih in severnih ruskih govorov, a leta 2015 jih je pa prvič sama vodila in organizirala. Torej, predajam besedo kolegici Solomotina. Я хотела бы в самом начале подчеркнуть, что архангельские говоры очень сильно отличаются от русского литературного языка. И сейчас вы это увидите, когда мы будем говорить во всех их особенностях. Ну, что такое архангельские говоры? Это группа говоров, которые распространены на территории Архангельского региона или Архангельской области. Давайте ее найдем на карте России. Ну вот это вся Архангельская область. Но в нее еще входит Ямало-Ненецкий автономный округ, но он нас не интересует, потому что это не русскоязычная изначально территория, а вот только вот эта Архангельская область нас будет интересовать. Ну, как видите, она довольно большая. Ну, как вы знаете, или, может быть, сейчас узнаете, говоры северного наречия, они сформировались в результате достаточно сложных и долгих процессов, которые начались в XII-XIII веке и завершились уже к XVII-XVIII веку. О чем идет речь? Речь идет об освоении русского севера, с одной стороны, новгородцами, новгородское княжество, видите, где оно находится, оно очень большое, и вот видите, что, ну, если вы вспомните предыдущую карту, что вот русский север, территория Архангельской области, она практически вся входит в владение новгородского княжества. С одной стороны это были новгородцы, а с другой стороны это было Ростово-Суздальское княжество, вот его видно, такое фиолетовое справа. И вот эти два княжества, они осваивали русский север, и в результате вот таких междиалектных контактов и была сформирована будущая основа северного наречия, того, что мы называем северно-русским наречием. То есть мы говорами. И в дальнейшем эта территория развивалась несколько обособленно, и чем дальше, тем сильнее она отрывалась от своих прародителей, то есть от древненовгородских и от ростово-суздальских говоров. Теперь давайте посмотрим и найдем Архангельскую область уже на другой диалектологической карте, которая была составлена в 1914 году. Это такой знаменитый диалектологический атлас русского языка в Европе. И в прошлом учебном году мы отмечали столетие этого атласа. Давайте здесь тоже найдем Архангельскую область будущую. Но это довольно легко, нужно смотреть на самый верх. И здесь, если вы приглядитесь, вы увидите такие пометы «пом», «ол» и «вост». Что это означает? «Пом» — это поморские говоры, которые сформировались в будущем. «Ол» — это алонецкое наречие или алонецкое. И «вост» — это восточно-северно-русские говоры. И если мы теперь мысленно границу Архангельской области перенесем на эту карту, то мы как раз-таки увидим, что вот эти три группы, поморские говоры, алонецкое наречие и частично восточно-северно-русское наречие, они и сформировали будущие архангельские говоры. То есть они изначально были несколько разнородными по своей природе.
Теперь посмотрим на карту, которую вы все уже хорошо знаете. Это карта из диалектологического атласа русского языка. И здесь представлено диалектное членение русского языка. Какие три зоны выделяются, три диалектные зоны выделяются в русском языке. Кто мне скажет? Два наречия и одна группа говоров. Ну, это легко, это по географической принадлежности. Ну-ка. Северное, правильное и южное наречие, и между ними прослойка среднерусские говоры. Среднерусские говоры не называются наречием, как вы, наверное, знаете, потому что они достаточно разнородны по своей природе и тяготеют то к южному наречию, то к северному. Вот. Но если мы на этой карте начнем искать Архангельскую область, я понимаю, что так это довольно тяжело, но если их все три рассматривать вместе, одновременно эти карты, то мы увидим, что Архангельская область в эту карту практически не вошла. Только самый-самый юг, вот если приглядеться сверху, видно, такая граница проходит, где города Коныша, Кардуполь, Вельск, вот это города Архангельской области, а ниже уже идет Вологодская область и другие области, входящие в северно-русское наречие. Ну вот так получилось, что при исследовании, при создании вот этого атласа исследование не было доведено до конца, и вот они остановились на 62-й параллели северной широты и дальше не пошли. Поэтому Архангельская область, к сожалению, в этот атлас не вошла. Тем интереснее нам будет о ней поговорить сейчас и перечислить какие-то особенности архангельских говоров. Так, но для начала, чтобы точно знать, о чем мы говорим, давайте вспомним три основных различия между северным и южным русским наречием. Поскольку очевидно, да, что архангельские говоры относятся к северному наречию, потому что они еще севернее, чем есть на этой карте, то мы таким образом уже главные особенности архангельских говоров с вами вспомним. Ну, давайте повторим быстренько. Эти отличия: на юге акают, на севере окают. Что это значит? Что такое оканье? Это когда всегда о произносит? Ну-ка. Кто расскажет? Лука расскажет. Это что всегда мы скажем как молоко, молоко. Молоко, да. А в слове трава мы будем говорить трова? Сейчас не знаю. А кто знает? Это потому что там не ударение. Ну вот в слове вода, в окающих говорах, действительно, мы в первом предударном слоге произносим о. А почему в слове трава мы не говорим трова в окающих говорах? Почему это неправильно? Я написала трава, но вода. Как вы думаете? Потому что там а. Да, потому что там там фонема там и пишется и произносится И, строго говоря, когда мы говорим об оканье, мы подразумеваем только первый предударный слог, то есть который слева от ударения находится в русском слове, после твердой согласной, и говорим, что когда пишется произносится и когда пишется о, произносится о. Но трова не говорят никогда. Ну, аканье, все понятно. Редукция произносится либо либо более краткий гласный, трава, например. Следующее отличие вы тоже все очень хорошо знаете. Г фрикативный на юге и Г взрывной на севере. Как произносится этот звук? Г, да. Голова. И, соответственно, голова. Но это два фонетических отличия. Третье отличие морфологическое. Оно касается окончаний глагола в настоящем времени третьего лица единственного и множественного числа. На юге мы знаем ц оканчивается на мягкий ц, на севере на твердый. Прочитайте, пожалуйста, кто-нибудь эту фразу, так как она написана.
цветочек. Лука. Петра. А, Мне не видно. Цветочек цветет. цветет. Ага. Цветет, растет, красоту дает. Красоту дает. Да, так говорят на юге. А на севере, соответственно, цветочек цветет, растет, красоту дает. Ну вот таким образом мы повторили 3 главных особенности всех северных говоров. И теперь перейдем уже к особенностям архангельских говоров. Начнем с фонетики. Первая особенность, вот зачем мы повторили, что такое оканье, нам сейчас пригодится это знание, то, что в архангельских говорах оканье полное. Что это значит? Вот я здесь написала, что оканье бывает полное и неполное. Неполное касается только первого предударного слога. То есть редукция отсутствует только в первом предударном слоге. А, например, в заударном слоге или в непервом предударном может быть редукция. То есть может произноситься, например, А на месте О или краткий гласный шва. Я здесь его обозначаю под твердым знаком. Kaj je v slovenščini predudarni slog? Kako bi to prevedli? Звук преднагlasno. Да. Prednaglasni. Предногласный. Да. Kaj pa zaudarni? En звук за Мгм. Вот. А полное оканье – это отсутствие редукции во всех слогах слова. То есть практически как пишется, так и произносится. Молоко, старушка, окошко. А здесь при неполном молоко, старушка, окошко. Видите, в первом предударном, вот он, да, первый предударный слог, в нем нет редукции, в остальных редукция есть. В архангельских говорах полное оканье. Это уже мы видим сильное отличие от литературной нормы, в которой есть редукция. Дальше. Да, кстати, литературная норма русского языка акающая или окающая? Акающая, да, правильно. Следующее отличие тоже, наверное, будет для вас новым, потому что в русском языке, в нелитературном его варианте, буква «ё» не всегда бывает ударной. Есть такие говоры, где на «ё» ударение не падает. Поэтому это явление так и называется «заударное ёканье». Давайте попробуем. Это после шипящих и всех мягких согласных, очевидно, что «ё» всегда после мягких согласных. Давайте попробуем вместе прочитать это. Кто попробует? Luk. Ne, rok. Rok. Вот это. Море. Море. Да. Летней. Летней. Ага, дальше. Ночью. Ночью. Тощий. Тощий. Третью. Понятны все слова? Если какие-то слова непонятны, то будем их переводить. Да. Вот такая интересная особенность, и это действительно особенность архангельских говоров, и ни в коем случае не надо думать, что тут какие-то другие ударения, что ударение падает на «ё». Нет, вот такая интересная особенность. Я сразу тоже оговорю, что я, конечно, в этой лекции перечислю далеко не все особенности, их очень много, и если кто-то заинтересуется, то в конце, на последнем слайде, будет список литературы, если кто-то захочет изучить эту тему подробно. Мы сегодня коснемся только основных, конечно, отличий. Третье – это чередование гласных «а» и «э» на месте фонемы «а», на месте «а», когда пишется «а», под ударением. Обычно дистрибуция, распределение такое. Между мягким и твердым согласными произносится а между двумя мягкими произносится «э». Например, грязный, но грязь. Kaj pomeni grazni? Умазан, правильно. Да, Kaj видите? Грязь? Грязь. Умазание. Умазание, да. Видите, ре мягкий, з здесь твердый,
Соответственно, здесь произносится А под ударением, а здесь между двумя мягкими ре и з, ну или с из-за оглушения, произносится э. Давайте сами подумаем, как будет числительное от пятый. Пятый, петь. Да, петь. Ну вот такая тоже интересная особенность. Следующая особенность, которую вы скоро услышите в тех видео, которые я вам покажу, это мягкое цоканье. Ну, наверное, надо рассказать, что такое цоканье. Это совпадение африкат, ну или просто согласных ц и ч в одной. Ну, обычно в северных говорах это объясняется влиянием финского языка. Да, угро-финских языков, да. Вот. Ну, соответственно, в разных говорах, это свойственно не только архангельским говорам, это такая вообще северно-русская черта цоканья. И вот этой африкатой согласным может быть, например, мягкий или твердый ц, то есть ц или ц, или мягкий ч. И когда это ч, то такое явление также называют чоканьем. Вот в архангельских говорах, если есть совпадение африкат, то в звуке ц. Давайте попробуем это прочитать. Кто хочет? Сам. Сам хочет. Тяшечку. Тяя. Курицу. Юця. Ц. Да. Ну, как похоже на т очень. Т. Да, больше, чем на ч. Ц. Такой с призвуком с. Ц. Время тяшечку тяя. Яйца курицу не утят. Ну, вы скоро это услышите. Да, и здесь мне бы еще хотелось рассказать вам о таком интересном явлении. Ну, вы знаете, что такое гиперкоррекция. Да, то есть это обратная замена. Ну, например, когда русские дети приходят в школу, они очень быстро запоминают, что когда хочется написать А, надо писать О. И начинают писать О, например, вот в слове трова, ну, это, естественно, неправильно. То есть гиперкоррекция – это неправильная замена. И, соответственно, с разрушением диалекта, когда носители диалекта осваивают вот это произношение двух африкат, то есть выучивают, что нужно говорить еще ч, они начинают заменять ц на ч там, где этого делать не нужно. Получается чапля вместо цапля, марчипан вместо марципан, да. Они моюча, это что? Они моются, да, то есть ц, ну вот это есть произношение ц. Ну и вот такая загадка, может быть, у кого-нибудь получится это перевести с русского на русский язык. Это действительно было записано в одной из экспедиций. Одна бабушка все время говорила: не полечки, так делать не полечки. Вот они так сделали, по-моему, это вообще не полечки. И диалектологи очень долго не могли понять, что такое не полечки. А потом поняли, когда поняли, что это связано с гиперкорректным чоканьем. Кто угадает, что такое не... Ну, здесь подсказка, ударение падает не на тот слог, на который в литературном языке. Может, у кого-то будет догадка, что такое не полечки. Мы их оставим до конца лекции. Да. Еще две особенности фонетические, которые мне хотелось бы упомянуть. Это ассимиляция групп БМ, ММ, амман вместо обман, обменыш вместо обменыш. Обменышами или обменышами называют в деревне людей, которые себя ведут странно, потому что по легенде считается, что когда они были очень маленькими, их родители забыли в бане. И в это время их подменил банный дух, Абдериха. И поэтому вот в деревне считают, что если человек такой очень странный, какой-то такой не в себе, то, наверное, его в детстве подменили в бане или обменили. Да. Ну и еще одна особенность, с которой вы, наверное, сталкиваетесь, когда изучаете русский язык, то, что очень сильно отличаются ударения между славянским языком и русским.
Так вот, в архангельских говорах есть, очень часто встречается ударение на корне, там, где в литературном языке оно падает на окончание. Спина, ручки, зима, ольха. Ну и много еще других слов. Вот с фонетикой все. Фонетика такое, наверное, самое сложное для восприятия. Переходим к морфологии. Первая особенность – это большое количество собирательных существительных, которые оканчиваются на «ё», причем они могут образовываться от всех трех родов, а не только от среднего. Братьё, давайте я буду говорить диалектное слово, а вы мне будете переводить. Братьё, это кто? Рок, братья, не? В книжном языке. В книжном, Братья. Братья, да. Колосьё. Колосье, да. Сосуньё. Это посложнее. На какое слово похоже? На слово сосна. Это сосны. Да, вот такое собирательное. Ну и последнее тоже легкое. Оконьё. Это много чего? Окон. Окон, да. Правильно. Kaj so sabirateljne sušestvitelje v slovenščini, kako temu rečemo, to so? Kakšni samostalniki? Rok? Beli? Beli? Kolektivni? Zbirni. Listja, ne? Вторая особенность, но она есть и в литературном языке, это то, что родительный, предложенный, ну или местные падежи могут иметь окончание «у», только в говорах список слов, которые могут иметь такое окончание, гораздо шире: «у берегу», «с краечек», «у для внуку», «в чаю», «в погребу» или «в погребу» и так далее. Вот третья особенность, которая уже вчера даже была анонсирована на лекции, это окончание «о» в именительном падеже единственного числа у существительных, которые оканчиваются на «уш», «ёш», ну и так далее, «им», «иш», «ён», «к», от всех трех родов, а не только от среднего. И это будут существительные, которые будут вести себя как существительные, соответственно, мужского, женского рода. Дедушко, парнишко, домешко. Поскольку в говорах полное оконье, то эти окончания очень хорошо слышны. Но синтаксически они будут себя вести как существительные, соответственно, мужского или старушонько, бабко, женского рода, то есть дедушко пришел, а не пришло. Но вот грамматически получается у них окончание среднего рода. Такая интересная особенность. Четвертая особенность, я думаю, тоже вам она покажется знакомой. Формы творительного падежа на «ма», «двума», «трема», «всема». Что это за... какая грамматическая категория тут сохраняется реликтово, которой сейчас уже нет ни в одном славянском языке, кроме славянского. Что это? Это двоина, двойственное число, да, то есть сохраняется иногда окончание двойственного числа. Ну, следующая особенность. А может быть, давайте зададим вопрос, какие там формы в литературном языке? Да, давайте. Чтобы они не давайте перепутали. тоже переведем. Двума, как будет? Лука, двума. Двума руками. Ste delali to? Ste imeli? Še ne. В книжном языке. Дву. Samo Ja. dvu? Dvomja. Двумя. Да. Трема. Тремя. Всема. Всеми. Всеми. Не семья, а всеми, да. Ну вот такие. На самом деле двумя-тремя это тоже двойственное числа.
Хорошо. Ну, еще одна особенность – это особые окончания у прилагательных и причастий. Вот вы можете их видеть. Это мужской род, единственное число. Мокрой. Он такой мокрой. Опять как в слове большой, например. То есть не мокрый, а мокрой. Ну, опять-таки, то, что нет редукции, вот эти окончания очень хорошо слышно. Следующая особенность – многократные глаголы или итеративы. Что это такое? Итеративы. Когда действие, что делают? Да, правильно, повторяется. Они имеют особые такие суффиксы. Ива, ива – хаживать, нашивать, едывать. Едывать – это что значит? Есть. И бывать, я специально его написала. Да, то есть это глагол быть, то есть даже этот глагол есть в литературном языке, вот это тоже такой итератив. Следующая особенность, тоже очень интересная, то, что у прилагательных, глаголов и наречий бывают стяженные формы, не краткие формы, а стяженные, то есть это формы полные грамматически. Добра, изба, это полное прилагательное добрая, понятно, да, как происходит стяжение. Пишем. Добра. Я. Выпадает йод, да, и происходит стяжение. Добра. И ударение сохраняется. Да, и такие формы нужно отличать от кратких прилагательных, но обычно это довольно легко сделать. Хорошая девка, то же самое в глаголах. Он тут не работает, то есть не работает. Сегодня гулял, то есть гуляем. И, например, Пинига – это такая река, она находится южнее, то есть южнее. Эти формы уже рассматриваются не в фонетике, а в грамматике, в морфологии, потому что они настолько регулярны, настолько часто они встречаются, что уже говорят о таком явлении, как грамматикализация фонетического явления, поэтому мы их и тут рассматриваем в разделе морфология. Следующая особенность, очень интересная, плюсквамперфект, который сохраняется вот в архангельских говорах. Образуется он по следующей схеме, как вспомогательный глагол «быть» в прошедшем времени, «была», «было», «был», «были», и плюс глагол в прошедшем времени, или дележник, да, то, что мы говорим в славянском, получается мы были, уехали на сенокос, было, ухо болело, была, ходила в лес. Довольно много исследований посвящено плюсквамперфекту в архангельских говорах, и в значении своем первоначальном, то есть предпрошедшего действия, он фиксируется крайне редко. Обычно это значение очень давнего действия, то есть того, что было давным-давно. И в русском языке, в русских сказках, почти все русские сказки начинаются с плюсквамперфекта. Это какая форма? Кто знает? Жили, были. Жили-были – это плюсквамперфект. Это тоже, что очень давно, когда-то давным-давно жили-были. Ага. Следующая особенность тоже, я думаю, вам будет приятно с ней познакомиться. Это особые формы инфинитива с формантом чи, ударным формантом. Стирик-чи, пик-чи. Давайте переводить. Стирик-чи – это что делать? Стеречь. Пик-чи – это может быть сложное слово, да. Стеречь. Нет. Стеречь. Охранять. Чувати, скорбити. Беречь. Беречь, да. Беречь. Берегчи, да, беречь, наверное, сложное слово выбрала, но это легкое слово, пекчи, печь, да. Все похоже на славянский фонетивы в таких случаях. Синтаксические особенности, самые, наверное, интересные. Безличные обороты в страдательном залоге. Я здесь специально не стала писать перевод. Сейчас будем все вместе переводить. Я сразу говорю, что у них нет страдательного значения, нет значения пассива.
То есть семантически субъект активен, но выбираются такие формы страдательного залога. Давайте переводить. Век-то свой привыкнуто работать. Samo prevod u slovenščino. Давайте сначала лучше, чтобы я убедилась. Ну да. Я привыкла работать много на своем веку. Было поезжено, было похожено. То есть я ездила или ездил, я ходила. Вот такие интересные конструкции. Дальше еще интереснее. В таких конструкциях может быть субъект в родительном падеже с предлогом «у». Тут у волков нахожено. Давайте переведем на литературный язык. Тут кто субъект? Волки. Да, тут волки что сделали? Много ходили, да. Ну, в смысле, что они натоптали. Да, вот, или там у нас с ним незаписанность была. То есть мы с ним жили вместе, но не были женаты. Вот такие интересные особенности. Следующая особенность. Постпозитивные частицы. То, от, та, ту, ти, те. Домот, сестрата, войнуту, лисати, большите. Но это именно постпозитивные частицы. Это никакие не артикли, как, например, в болгарском языке. Конечно, очень было бы соблазнительно назвать их артиклями, но если смотреть контекст употребления, они не имеют артиклевого значения, которое бы регулярно выражалось. Поэтому это такие постпозитивные частицы, то есть которые всегда стоят после слова, и они, как вы можете здесь видеть, они по форме изменяются вместе со словом, то есть имеют обычно тоже окончание, что и слово «войну», но не всегда. А что это значит? Значит, только войну ту появляется вместо войну или Да. оно имеет определенное значение и контекст употребления? Ну вот грамматического такого контекста нет. Значит, это не просто- обозначает эту войну, нет. Это не член, это не показательное местоимение. Нет. Это не это частица. Хотя, конечно, скорее всего, она из местоимения. Да. Широкое употребление союза и частицы «да», которая может быть даже в самом конце слова. Вау. Ну давайте переведем. Подсказка здесь это союз. Мы не пойдем, дождь, да. Давайте попробуем перевести. Ну, какими отношениями мы свяжем эти два предложения? Дождь, и мы не пойдем. Само демо в книжно-ручно превести. Мы не пойдем. Это союз, да? Это союз. Потому что, правильно, да, потому что идет дождь. То это союз причины. Мы не пойдем, потому что дождь. Дождь, да. Следующее значение, употребление, последнее. Все, дальше будет веселее. Употребление предлога по в значении в течение. То есть не повторяемого действия, а именно в течение какого-то промежутка времени. Я робила по день. Что такое робила, кстати? Что делала? Работала. По день. То есть не по одному дню, а в течение одного дня. Я жила по год в Таврине. Тавринка — это деревня. По год, в течение одного года. Вот такое интересное значение у предлога по. И последняя особенность, которую мне хотелось бы в сегодняшней лекции подчеркнуть, это то, что очень нам тяжело бывает дается, когда мы изучаем, например, английский язык, или наоборот, когда англичане изучают славянские языки. Им тяжело дается такая особенность, как двойное отрицание в русском и славянском языке, и одиночное
в английском. Так вот, в архангельских говорах тоже встречается одиночное отрицание, которое выражается только, видите, в местоимении «никто». Никто голосовал за него. А в литературном языке мы бы как сказали? Никто не голосовал, да. Нас никуда пошлют. Нас никуда не пошлют. Никто вас ждет ведь. Никто вас не ждет. Да. Ну вот с синтаксическими особенностями все. Переходим к лексике архангельских говоров. Что бы мне хотелось вам о ней рассказать. Ну, во-первых, хотела сказать, что лексика архангельских говоров изучается, наверное, наиболее подробно. И уже очень много лет ее изучают в кабинете диалектологии МГУ. В начале 50-х годов 20 века у сотрудников этого кабинета родилась идея создания архангельского областного словаря архангельских говоров. И уже в 1956 году состоялась первая экспедиция в Архангельскую область. И потом очень много лет диалектологи во главе с основателем этого кабинета словаря Оксаной Герасимовной Яцовой много лет возили и возят студентов и аспирантов в экспедиции. В 70-м году вышел проект словаря, а в 80-м уже вышел первый том словаря. И с тех пор коллектив авторов только расширяется. И сейчас это и Елена Алексеевна Нефедова, Ирина Борисовна Качинская и многие-многие другие авторы. Ну и давайте поговорим о том, как вообще работают диалектологи в деревне, как они работали раньше, как они работают сейчас. Давайте себе представим. Группа студентов, начиная со 2-го курса, с руководителем вместе приезжает в Архангельскую деревню. Ну, сейчас уже практически не осталось необследованных деревень. На данный момент уже более 300 пунктов исследовано. Давайте смотреть фотографии из экспедиций. Студенты постепенно рассредотачиваются по деревням, начинают общаться с местным населением. Вот такая там красота. Расспрашивают их о жизни, о прошлом. Вот студентку нарядили в национальный костюм, и она продолжает общение в любой ситуации. Вот, о том, как в деревне живут, как раньше работали, как проходит сенокос, какие в деревне праздники и так далее. О том, как устроен дом в деревне. Это все очень интересно. И задача студента как можно более подробно записать в специальную, раньше в специальную тетрадку, теперь на диктофоны, записать все диалектные слова, причем не по отдельности, а в контексте их употребления. То есть записать целое предложение или несколько предложений вот с этим диалектным словом. Вот, пожалуйста, студент в экспедиции. Ну, сначала, конечно, очень трудно бывает и писать, и разговаривать, но потом все это тренируется. Вот. Сейчас уже все работают с диктофонами, но какие-то все равно пометки делаются в тетради. Потом вот на базе, вот вы можете увидеть, обычно группа арендует целый дом, потому что группы довольно большие. И начинается работа, то есть все это печатается либо в компьютер и обрабатывается специальным образом. Каждое диалектное слово выписывается, ему дается определение, то, что оно означает именно в этой деревне, потому что это не вообще, а именно здесь. Переписывается полностью контекст употребления, ну и пишут, где это слово было записано. Ну вот так выглядит архив кабинета, это только часть архива, вот все эти тетради, потом они нумеруются особым образом. Ну, раньше все эти карточки были бумажными, теперь, разумеется, все они электронные. Ну, вот так выглядит карточка, например. Видите, все в транскрипции пишется. Мы, я думаю, сейчас не будем ее читать. Вот. Потом все эти карточки помещаются в картотеку. Бумажная картотека Архангельского областного словаря насчитывает 5 миллионов карточек, а уже в последние годы электронная картотека или база данных
в ней больше 2 миллионов карточек. То есть всего больше 7 миллионов. Ну, вот так выглядит база данных архангельского словаря. Ну, здесь, видите, особая система записи, то есть такая отлаженная уже система. Ну и потом на основании этих карточек пишутся словарные статьи. На данный момент уже вышло 16 томов словаря. Последний словарь этот очень подробный. Последние несколько томов это слова с приставкой «за». Ну, в основном это глаголы. То есть 16 томов, и вот пока еще только на букве «з». Вначале словарь задумывался как словарь дифференциального типа. Что это значит? Что там были только диалектизмы, либо те слова, которые есть в литературном языке, но в каком-то диалектном значении. А теперь стараются уже как можно, ну то есть он приближается к словарю полного типа, и значения, которые совпадают с литературным языком, тоже фиксируются. И очень много фразеологизмов в словаре, какая-то этнолингвистическая информация, то есть, например, при слове «амменыш» вот будет то, что я вам рассказала. Кто такие эти амменыши, кто такая Авдериха, зачем она их к себе забирает. Ну вот, к сожалению, я не знала, я не привезла ни одного тома словаря в подарок, но я надеюсь, что вскоре и в библиотеке вашего университета тоже появятся тома областного словаря. Так, ну вот фрагмент словарной статьи. Да. Ну вот такая официальная часть на этом закончена. Теперь мы перейдем к видео. Здесь литература для тех, кому интересно почитать. Ну вот главное, наверное, по цифре 2 статья, если действительно кому-то интересно, это вот в этой статье перечислены все особенности архангельских говоров. Более того, рассматриваются районы Архангельской области. И на самом деле видно, где вот было вот это старое поморское, поморские говоры, вот о чем мы говорили в самом начале, алонецкое наречие, это все есть. Да. Теперь давайте представим, что вы тоже диалектологи, и вы тоже работаете в деревне. Я вам сейчас включу 2 видео. Первое будет очень легкое для восприятия, потому что здесь уже бабушка говорит на разрушающемся диалекте, то есть какие-то особенности у нее сохраняются, но не все. Ваша задача заметить, может быть, записать слова, которые не похожи на те русские слова, которые вы знаете. А вот части ухвата как-нибудь назовут? Ну, не знаю, ну, ухват, ну, не знаю, это называют раторище. Раторище. А вот те вот рода как-нибудь назовут? Рода не знаю, мы ухват вот именно называем. А раторище, вот тут раторище, у лопаты бывает, у этого, у грабли, у вил раторище, все называем. У нас в деревне, я не знаю, здесь как, я что-то этим не интересуюсь, здесь особо-то, все меня понимают. Так, ладно, все. Поставили, закрываем заслон, чтобы там ей было хорошо, еще пенка образовалась. Да? Вот. Теперь я вам эти, ага, только ниточки в это. Сначала надо, наверное, вам это пока горячее, вкусно, но не знаю, вкусно или нет, не могу сказать. Поесть, попробовать, пока горячее, оно лучше так воспринимается, мне, например, кажется. А потом я вам покажу производство, как оно делается. Так, эти клетки. А что это за рябина? Это обычная рябина красная? А? Это какая рябина? Красная рябинка? Рябина красная, варенье из нее. А раньше же не варили из рябины. Да, понимаете, раньше ничего не варили, не было песка. Из рябины не варили, делали медведки. Знаете, что такое медведки, да? А скажите. Ну вот рябину собираете пучки, вот тут прямо ее не убираете вместе со всеми вот этими рожками, вот видите, я тут собирает и подвешивает на нитке, так вот ее на нитку все нанизает, и такой получается вот висит на ниточке, вот такое вот все, ягоды вот на эти. Вот
и на зиму морозим прямо на улице. И там, ну, не то, что на улице, у нас целый день птицы сплюют. На чердаке, на коридоре, в кладовке, да. И вот и мороженое рябина. А я уже давно варю варенье из рябины. Ко мне приезжает гость из Петрозаводска тоже там. Преподаватели, типа там в университете в них родственники бывшие наши, да, корни там. Ну вот, они приезжают, и я их угостила однажды рябиновым вареньем. Ой, как вкусно! Дайте нам хоть 3 литра, мы увезем с собой вкусное варенье. И я с тех пор стала варить варенье рябиновое. А медведки эти куда девают? А? А медведки этих зачем делают? Ну, то есть, если мне другой раз голова заболит, скажет дедушка или бабушка, пойдите возьмите с медведка ягод и в уши положьте, в уши. Болит голова, угорели, если угорели, знаете, что значит? Напивались вот этого угарного газа, да? И в уши положите. Или пососите вот эти кислые ягоды. И голове будет лучше, быстрее пройдет угар. Вот так. Понятно было? Какие слова заметили? Кто-нибудь что-нибудь записал? Или запомнил? Это ваши пациентки. Что подобное, что это будет. Или вам все показали слова? Понятно? Не понимаю контекст, наверное, не понимаю всех слов. Ну да, потому что они многие диалектные, которых и студенты не знают, когда приезжают первый раз в экспедицию, они не понимают, что происходит. И начинают спрашивать, а вот это что такое, вот это. Ну вот она показывала ухват, это то, чем из печки достают горшок, и говорила, что палка вот этого ухвата называется ратовище, а сами вот эти рога называются ухватом. То есть не весь предмет целиком, а только его часть называется ухватом. Потом мы видели такие пирожки, они называются калитки. Да, и даже шутка такая, потому что студенты приезжают и думают, что калитка, ну это то, что как дверца такая маленькая, отвори калитку. Вот. А на самом деле калитка это такой открытый пирожок, очень вкусный. Вот она их сделала с рябиновым вареньем. И видите, она рассказывает, что раньше в деревне варенье не варили вообще, потому что не было сахара. Вот, то есть по-другому заготовляли ягоды, как-то их вымачивали, но варенье не варили. Это уже такая городская особенность. Да, вот она рассказывает про рябиновое варенье, про то, что рябину сушили и вешали такими большими гроздями. Кто запомнил, как они называются? Ветки. Ветки, да. И от чего они помогают? От чего помогает рябина? Да, нужно в уши ее класть, когда болит голова. Если у вас болит голова, положите рябину в уши. Или пососите, тогда голова пройдет. Да. Вот, соответственно, ну давайте дальше посмотрим, нам тут еще рассказывать другое. А для чего еще использовали? А для чего? Не знаю, вот так у нас бы птицам бросали, так кормили птиц. Ну и так ничего. Но, может, песка не было. Если бы был песок, знали бы, как использовать. А в питье не добавляли эту рябину? В питье? Песок – это сахар. Сахарный песок. Да, то есть песок – это не песок, который, понятно, да? Не который на улице, а сахарный песок. Вы не добавляли эту рябину никуда? Вот у нас чай-то? Никуда не добавляли. Я не помню такого случая. Нет, не знаю. Может быть, куда вас какое делали, не знаю. Но у нас не делали. А вот это место как назовут? А? Вот где вы сейчас руки моете, как назовут? Это рукомойка. Это современная уже рукомойка. Рукомойка это современная. Слово-то современное. Нет, не слово. А, да. И не современные. Раньше были медные все в основном. У нас было медные. Медные были вот примерно такой же формы. Но таким ковшичком бывали с ручком. Это все. А внизу что стояло под рукомойкой, как называли? А почему вы их не знаете?
Кассусы, не знаю, это никак не называли. Там лохами не звали, как? Лохань-то нет. А лохань это такое, но лохань не наше слово, нас не переменяли. Я знаю, что такое лохань. Не, нам что у вас, да? Не, А вот эти полотенчики как назывались? Потирало. Мгм. Потирало. Ага. Так. Ну, это вообще замечательная была бабушка, потому что она нам устроила мастер-класс деревенской еды. Мы пришли к ней рано утром, в 6 утра, и она напекла нам очень много этих пирожков, а потом мы сами пекли эти пирожки. Она нам показывала, как раскатывать это тесто, как туда класть начинку. Да, вот такая была замечательная бабушка Валентина Петровна. Даже видео называется Петровна. Вот. Ну и последнее, что я сегодня для вас приберегла, это настоящий диалектоноситель, у которой есть в речи, наверное, все те особенности, которые мы сегодня перечисляли, и даже больше. Она будет рассказывать сказку. Наверное, давайте я вам расскажу, о чем будет эта сказка, чтобы вам легче было понимать. Это сказка про петушочка, который жил у бабушки с дедушкой. И бабушка с дедушкой уходили каждый день куда-то по делам, оставляли петушочка дома и говорили: сиди дома и никуда не уходи. А лисичка, лиса, очень хотела петушочка съесть. И она, когда бабушка с дедушкой уйдут, она приходила и начинала его выманивать и говорила: петушок, петушок, выходи, тут, значит, приехали бояре, привезли много разной еды, и ты приходи, ты ее поешь. Петушочек был очень глупенький, он каждый раз ей верил, каждый раз выходил на улицу, лисичка его хватала и несла к себе в дом. Ну и в конце концов бабушка с дедушкой все время, значит, забирали петушочка, вот, но однажды лисичка, ей удалось его украсть, и тогда бабушка с дедушкой взяли гусли и пошли к лисичкиному дому и стали петь, это довольно жестокая сказка на самом деле, они стали петь песенку, выманивая лисичку на улицу. Сначала вышла первая дочка лисички, они ее убили. Потом вышла вторая, они ее убили, так они убили всех дочерей, а под конец лисичку. Да, спасли петушочка и пошли домой. Это народная сказка, она довольно такая, действительно жестокая. Но послушайте, как ее рассказывает бабушка. Да. Жили-были дедушка да бабушка. У них был петушочек веселье. Вот жили-пожили, у них более двоих не стало. Дедушка ему говорит: петушку, тут петушок, завтра уйдем в лес. И может это потом есть. Клиент сидит, не выглядывая, лисичка придет, тебя так заберет и унесет. А лисичка, да, как караулила уж. Дедушка да бабушка только за порог, а лисичка под окошечкой запела: петь, петушок, золотой гребешок. Маша на головушка, шелка в бородушка, выгляни на улицу, бояра наехали, гурову навезли, поди попоркайся. А петушок был таков на окошечко выскочил, а лисичка подхватила и понесла, он залила. Понесла меня лиса, да за темные леса, да за глубокие моря. Дедушка да бабушка учули, все побросали и побежали петушка да лисичку догонять. Догонили лисичку с петушком, петушка взяли и домой пошли. Пришли, посадили его, он на шесточке еще сидел у них. Тут он шесточек, вот знаешь, что это? Вот тут на том шесточке где сидел, он сидел петушок. Вот. Говорят, петушок, завтра мы пойдем далеко, еще до Тровцами. Да ты не выглядывай, лисичка привет, тебя унесет, мы завтра пойдем далеко и не успеем, и не найдешь. Вот. Дедушка да бабушка на завтра ушли в лес, только для приготовлять. А лисичка только тут под окошечко прибежала и говорит: петь, петушок, золотой гребешок, Машка на головушка, шелковая бородушка, выгляни на улочку, бояра наехали, гурову навезли, поди попоркайся. А петушок не выдержал, опять выскочил на окошечко, а лисичка подхватила и понесла. Он заревел: понесла меня лиса, да за темные леса.
леса, да за глубокие моря. Ревел, а дедушка и бабушка были далеко и не чули. И вот умерла Лисичка там дома к себе. А у ней было своих пятилетия, была патерица, как не родная дочь. Ну вот, Лисичка после пришла, Петушочка тут принесла им. А дедушка и бабушка пришли в лесу, Петушочка нету, я тут Лисичка унесла у нас Петушка. И пошли к Лисичкиному домику. Пришли к Лисичкиному домику. Стали под окошечкой и запели. Бринь-бринь, гусики, бринь-бринь, звонцы ты, где моя лисавая живет, где моя худая живет, у ней две дочери, третья топательница. А Лисичка топательницу ту не родну, ту дочери возьмет и пошла поди-ка, эту свадьбу едет, только не поет. Вышла, а дедушка да бабушка подхватили и до головой и убили. Она и послала дочь. Тогда слушалась, если хорошо пойдет, где-то не идет. Пойди до дома, то не ходи, иди тоже скорее, всема пойдем. Там Лисичка тоже вышагнула только на порог, а дедушка да бабушка подхватили головой и убили. И убить стоят убили. Бринь-бринь, кушайте, бринь-бринь, солнце ты, где моя лисавая живет, где моя кутавая живет, у ней две дочери, третья топательница. Она и третью послала дочь. У нее и ту убили. А та подождала Лисичка, тогда нету, так и сама пошла. Они, дедушка да бабушке, то и надо. Только вышла была на крылечко, там они подхватили, да, головой и убили. Зашли в избушку в Лисичке, Петушочка взяли и пошли домой. Стали жить да поживать, да добра наживать, и теперь живут, до нас, наверное, переживут. Просто тогда заморозите. Вот такая сказка. Все, да? Ну, если мы там... Нет, сказок много, если мы хотим посмотреть, есть еще сказки. Да, ну, в принципе, да. Rad bi se zahvalil gosti za izredno zanimivo predavanje, čudovito pravljico o bogih lisičkah in petelinu. Tako da. Mislim, da imamo še dobre pol ure za pogovor. Ali ima to kakšno vprašanje, Luka? A lahko zagadko rešimo? Aha, Ja. bom zapomnil prav. Да, да. Парички, что это? Ага, давайте разберем да, эту загадку. На самом деле, ну, наверное, да, она довольно сложная. Я подумала, вдруг. Ну, смотрите, давайте рассуждать. Я вот Николечки, да? Мы знаем, что это слово как-то связано с гиперкорректным челочком, да? То есть здесь неправильно «ц» заменено на «ч». Значит, нам нужно «ч» заменить на «ц». Да, получается Николицкий. Теперь давайте вспомним вот такой пример. Они моюча. Это что они делают? Вы правильно. Они моются, да. Вот в транскрипции будет «мо». Да? Условно транскрипция. А в орфографии это запишем мы двумя буквами. Да? Вот. Таким образом мы знаем, что «ц» в транскрипции это может быть либо «ц», да, либо «тс». Да. Дальше. Плюс мы еще знаем, что в русском языке есть оглушение групп согласных
и некоторые согласные перед глухим, некоторые звонкие, да, становятся тоже глухими. Поэтому сюда какой мы еще вариант запишем? Какая звонкая пара? Это Д, Д. Да. Еще вот так. Ну давайте теперь все эти три варианты подставлять. Неполицкий, неполицкий. Нет, еще пока вариант. Да, и полное локонь, вот это отсутствие редукции касается только после твердых согласных. После мягких, ну вы знаете, да, редукция может быть. Вот я подскажу, что здесь редукция есть, здесь какая-то другая буква. И ударение не такое-то. И контекст, напомню, употребления. Не полечки так делать. Вот как они сделали, так не полечки делать. По-людски. Не по-людски, Да. да. По-человечески. Не по-человечески, да, не по-людски. Да, молодцы. Я как-то боялась не успеть увлечься рассказом.